Впервые кто предложил смену, да, вот, времени на зимний и летний переход, это вот был известный политический деятель, изобретатель, кстати, в области физики в том числе, это Бенджамин Фрэнклин. В 1916 году он впервые в Германии вот ввели этот переход, и действительно было связано именно с максимальным использованием солнечного света. Экономия не в большом количестве, конечно, но будет экономия, потому что пиковый час сократится немного. Конечно, можно было бы устроить переходы на зимнее и на летнее время, но оно тоже представляет собой для столь маленького крошечного общества дополнительную суету, которая тоже не имеет под собой выигрыша в части, касающейся экономики и удобства. Дискуссии о переводе времени, как правило, активизируются к зиме из-за коротких световых дней, из-за вопросов экономии энергии и поиска оптимального соответствия времени ритму. Эти разговоры как в России, так и в других странах ведутся вокруг отмены или возвращения к традиционному переводу стрелок. В Абхазии об этом также активно вспоминают ближе к зиме. Споры касаются того, что лучше для рабочих и бытовых ритмов – постоянное летнее или зимнее время. Перевод часов в Абхазии применялся в советское время и несколько лет после грузино-абхазской войны. Страна переходила на час вперед весной на летнее время и на час назад осенью на зимнее время. Позже республика стала жить по московскому времени без перевода стрелок. Между тем, практика до сих пор широко применяется в большинстве европейских стран и Северной Америки, но многие государства отказались от нее. Россия 10 лет назад. Изначально перевод часов вводился для экономии электроэнергии, но эффективность этого сейчас оспаривается. Я думаю, что в данной ситуации мы большей частью руководствовались некими соображениями, которыми следуют большие страны, большие экономики. И это в первую очередь аргументировано было затратами на освещение, транспортными и прочими экономическими аргументами. В нашем же случае каких-то серьезных расчетов, связанных с тем, что мы от этого получаем какие-то реальные выгоды экономические, такого не было. Просто мы следовали некому принципу, по которому двигались все. Впервые кто предложил смену, да, вот, времени на зимний и летний переход, это вот был известный политический деятель, изобретатель, кстати, в области физики в том числе, это Бенджамин Фрэнклин. В 1916 году он впервые в Германии вот ввели этот переход, и действительно было связано именно с максимальным использованием солнечного света. Но мы сейчас живем в век цивилизации, мы знаем, что очень много сделано в этом направлении, и технический прогресс позволяет нам дистанционно тоже работать, и поэтому сейчас, если говорить о России, в том числе и Абхазии, мы остались на зимнем времени, мы не перешли на летнее время. И уже вот на протяжении порядка 10 лет мы находимся в этом режиме и работаем. Касаемо моей части деятельности, метеорологии, физики атмосферы, могу сказать, что мы независимо от перехода на зимнее и летнее время работаем по гринвичскому времени, то есть это время нулевого часового пояса, и наши наблюдения ведутся в трехчасовом режиме времени в течение суток. Но это больше касалось именно людей, которые работают на производствах, поскольку максимально использовать световой день. И я считаю, что сейчас
в данное время нет такой необходимости. В Абхазии я могу сказать, что мы синхронно с Россией перевод осуществляли, тоже перевод этих часов на зимнее и летнее время. Я могу сказать по памяти, что на зимнее время вот остались, да, эти часы без перевода на летнее время в 2014 году. И вот с 2014 года, как и в России, в Абхазии, не осуществляют перевод часов. Вот. Но в Грузии я знаю, что и на Украине они перевод осуществляют часов. Перевод часов применялся, чтобы максимально использовать естественный дневной свет. Даже подсчитано, что такой шаг увеличивает световой день на 200 часов в год и экономит электричество. Абхазские энергетики не проводили специального исследования, чтобы узнать, сколько мы сможем сэкономить киловатт энергии. Но, по словам главного инженера главной энергетической компании Республики Черноморэнерго Тимура Кация, пиковый час сократится, а это точно даст определенную экономию электричества. В этом вопросе несколько аспектов. В части энергетики это будет экономия не в большом количестве, конечно, но будет экономия, потому что пиковый час сократится немного. Это высчитать сейчас, если задача была поставлена, я бы цифрами ответил бы. Будет экономия электроэнергии, будет немного будет. Вечером это, приблизительно с 6 начинает подниматься до 11-12, потом останавливается, а утром, когда люди на работу уходят, тоже так вот. Поднимается немного, поднимается, конечно. Люди уходят, все выключают. И так вот. Если раньше будут уходить, раньше будет это самое... передвинется, будет экономия. Это можно, если сесть хорошо, можно и посчитать. Мы попали под московский этот самый часовой пояс, а мы не в московском часовом поясе, так скажем, вечером. Позвоните в Москву, когда у нас еще светло, темно, у них еще светло. Как мы можем одинаково быть? Светло, еще час светло. Вот вам и ответ. Сторонники идеи перевода часов говорят, что это несет социально-экономические выгоды. К примеру, дополнительный светлый час вечером может повысить производительность труда, а еще способствует активному досугу, что может положительно сказаться в том числе и на туризме. Между тем, ученые единодушны в том, что переход с зимнего на летнее время и обратно нарушает так называемый циркадный ритм – естественный 20-часовой цикл организма, а хронический недосып повышает риск инфарктов и инсультов. Поэтому многие страны отказались от идеи синхронизировать начало дня с естественным освещением. Со временем вообще-то переход на летнее и зимнее время получило свои отрицательные оценки в связи с тем, что и в первую очередь это касалось медицины, потому что возросло число заболеваний, связанных с нарушением этого циркадного ритма, суточного ритма. И люди, перестраиваясь с летнего на зимнее, с зимнее на летнее время, получали некий стресс. А если брать, это не в единичном, а распространять на большое количество людей, когда речь идет о миллионах, а то и больше, сотнях миллионов, там стали проявляться статистики больше болезней, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфаркты, инсульты и прочее. И таким образом вот этот переход с летнего на зимнее, с зимнего на летнее, он оказался неоправдан. Но Европа-то осталась в этом режиме. Да, мы-то, собственно говоря, я так понимаю, что все пытались копировать это, но
там есть, по всей видимости, своя аргументация в этом плане. С переходом на зимнее время, вы знаете, это на конец вот октября перевод осуществляли часов, да, на зимнее время, а в марте, на последние дни марта, переход на летнее время. И очень много было вот возмущений со стороны жителей многих стран. Я имею в виду, это не Западной Европы, потому что в Западной Европе по сей день этот перевод осуществляют. В текущем году как раз-таки вот на 25-26 октября они перешли на это зимнее время. Но возмущение многих людей было связано с тем, что сильная утомляемость, депрессия, потом все это сказывается на биоритме человека. То есть биологические часы человека, они адаптированы именно к природным часам. И вот когда вот все-таки в ночное время, когда человек должен отдыхать, а тут как бы часы наперед как бы, да, переводят или назад в зимнее время, то нарушается биоритм человека. И действительно, у кого проблемы со здоровьем, это сказывается. Хотя медицинского доказательства клинического тоже нет в этом, но есть как бы разговоры при этом. Опять-таки это все зависит от состояния здоровья индивидуума, человека самого. Поэтому я лично считаю, что нет необходимости. Между тем, сторонники перевода стрелок говорят, опасность для здоровья, сдвиг часов на 60 минут преувеличена. Человек вполне способен адаптироваться к новому ритму и предлагают вернуться к летнему времени и остаться в нем. Человек подстраивается под его часовой пояс, организм, это все подстраивается по природе. И мы это сдвинули физически. Ты утром просыпаешься в 4 часа утра, светло уже. И не знаешь, куда себя деть, это психологически тоже играет роль. Третье. Люди зимой домой приходят, уже темно. Вот мои работники ночью выходят с работы и идут в темноте. В 6 часов уже темно. Нормально это? Ненормально. Мы должны делать, чтобы удобно было людям. Не только экономия тоже, конечно, но вот такие аспекты существуют. Я, например, за перевод в летнее время и не двигать взад-вперед, там, как летом, а оставить один в одном, сейчас перевести, допустим, в марте или когда-то на летнее время, и оставить так. И зимой будет, опять говорю, работники хоть засветло будут уходить домой, и рано утром не знаешь, куда себя деть. Все зависит от сферы деятельности самого человека, где он работает. Если это касается именно вот промышленных производств или, скажем, производств на сельском хозяйстве, да, вот кто на открытых вот территориях осуществляет свою деятельность, безусловно, там, да, это прямая зависимость. Опять-таки, но мы не должны забывать, что перевод часов, опять-таки, это не только связано со сферой деятельности, это связано с тем, что мы как-то вот синхронно были с определенным государством тоже. Как бы, да, мы независимое государство, все понятно, но мы, тем не менее, вот наш технический прогресс, как бы так мы назовем, да, он напрямую все равно связан с соседней, да, вот, соседним государством, с Россией, поэтому наша миграция частая вот в это государство и так далее как-то облегчает нам эту работу. Но я считаю, что какая бы сфера деятельности она не реализовывалась в условиях Абхазии, достаточно вот тот промежуток светового дня в зимнее время для того, чтобы осуществлять свою деятельность. Это мое субъективное мнение. Вот, и поэтому просто нужно более рационально распределить часы. И потом не забывайте, что очень многое зависит от хронотипа человека тоже. Кто-то жаворонок, кто-то голубь, там, кто-то сова. И
перевод часов иногда сбивает эти ритмы у человека. А если человек как бы изначально он ставит цель, да, вот в своей сфере деятельности работать именно там как специалист, я думаю, что синхронно с природными циклами он будет развиваться и осуществлять свою деятельность. Часовые пояса Абхазии и Москвы совпадают, напоминает Роман Дбар. Это UTC плюс 3. Стандарт, по которому общество регулирует часы и время. В этом поясе также находится европейская часть России, Турция, страны Ближнего Востока и Восточной Африки. Мы сегодня находимся в часовом поясе, московском часовом поясе, который фактически представляет собой от нулевого плюс 3. Нулевой или гринвичский меридиан, от которого отсчитывается время, мы находимся вот в плюс 3. Если посмотреть, кто вместе с нами находится в этом поясе, то вот на схеме вот отчетливо можно увидеть такую картину. Значит, это европейская часть России, практически до Урала. Далее, значит, Турция, причем Турция вся. Они, несмотря на то, что имеют достаточную протяженность по широте, полностью страна у них находится в одном часовом поясе. Далее это спускается вниз, это и Саудовская Аравия, африканские страны, и практически нет такой ситуации, при которой мы можем видеть, что страна находится в разорванном, значит, часовом поясе. Все стараются уложиться в один пояс. Но Россия огромная страна, она находится сколько получается, 11 часовых поясов. Где-то мы, естественно, не можем копировать некие вещи, которые там присутствуют, у нас нет такой даже необходимости. Почему такой вопрос у нас постоянно всплывает именно в зимнее время, именно в декабре месяце? Ну, это в первую очередь связано с тем, что начинает рано темнеть. Вот сейчас у нас на сегодняшний день, вот сегодня у нас, значит, 11 декабря, восход солнца у нас 8 часов 36 минут, а заход 17 часов 41 минута. Естественно, получается так, что заканчивается рабочий день, а мы в темноте едем домой. И это, конечно, вызывает некий, так сказать, дискомфорт. Хотелось бы, чтобы это было еще светло, но на самом деле, да, и в этом есть своя дискомфортная составляющая. Тем более, если речь идет о школах, например, детях, которые учатся во вторую, третью смену, они, естественно, практически в темноте тоже возвращаются домой. Если посмотреть на схему, то можно увидеть здесь такую картину. Даже те местности, которые находятся значительно восточнее нас, в самой России, они находятся в этом, значит, ну, я не буду брать, значит, то, что находится за полярным кругом, потому что там практически ночью, это зимой. А вот те, кто находится, значит, это Северный Кавказ весь, до самого Каспия, они все находятся в таком же часовом поясе, в котором находимся мы. И по сути дела, дальше спускаемся ниже. Ну, у Грузии другой часовой пояс, она использует на час, у них не плюс 3, а плюс 4. Собственно говоря, как это было в советское время. Дальше следует Турция. Турция тоже вся целиком находится в том же часовом поясе, что и мы. И так вниз, и исключение в данном случае составляет здесь несколько стран на Средиземноморском побережье. И далее вниз мы видим, что этот часовой пояс
продолжается вплоть до Мадагаскара. Вот он выделен вот такой вот достаточно широкой полосой. Роман Дбар говорит, что перевод часов на летнее время и обратно создает дополнительные логистические затраты от обновления расписаний транспорта до адаптации IT-систем. По мнению ученого, с точки зрения удобства лучше оставаться в рамках +3. Этот вопрос в большей степени транспортной коммуникации, то есть удобство транспортной коммуникации. Если представим себе отходы поездов, самолетов, расписание их, оно, конечно, вносит определенную такую вот суету в вопросе, связанной с необходимостью подсчетов, считать на час позже, менять постоянно эти расписания. Поэтому я бы, конечно, оставил это так, как оно есть. Это даже вопрос не политический, здесь нет никакого политического подтекста, это вопрос просто удобства. Если, конечно, сместиться на 1 час, скажем, 4 плюс 4, да, то тогда получится конечно, схема сходная с тем, что мы имели в советское время. Но учитывая, что наши основные коммуникации все связаны и с программными, телевизионными, и транспортными коммуникациями, все же укладываются в расписание +3, я думаю, имеет смысл продолжать оставаться в этой ситуации. И здесь это неудобство, будет длиться фактически почти 1 месяц. Да? То есть пока мы сейчас приближаемся к отметке самого короткого дня и самой длинной ночи, к 25 декабря. Затем день начнет нарастать, и через буквально месяц мы перестанем ощущать, так сказать, это неудобство. Еще один аргумент в пользу перевода часов связан с несоответствием солнечного полудня и то, что нам показывает циферблат. Иными словами, когда полдень наступает не ровно в 12:00. Но даже в этом случае, говорит Роман Дбар, целесообразно следовать удобствам. Полдень должен приходиться на 12 часов. Но у нас он не приходится на 12 часов. Он смещен на час. Позже, да. То есть таким образом у нас, что значит полдень? Полдень — это солнце в зените. То есть когда солнце находится в самой своей высшей точке. Значит, в 12 часов оно еще туда не подошло, оно подходит туда позже. Например, мы можем сейчас посмотреть 13:07. То есть 13:07 у нас полдень. Фактически полдень, то есть он должен быть в 12 часов, но у нас солнце находится в самой своей высшей точке в 13 часов 07 минут. Поэтому, конечно, смещение с астрономической точки зрения на час, оно выглядит как-то логичным, но здесь нужно учитывать массу других факторов. Вот я так понимаю, что вот это и служит аргументом для сторонников. Знаете, вот в принципе, если посмотреть на картину того, вот мы находимся в этой ситуации, значит, вот обратите внимание, вот здесь мы находимся здесь, в этом месте. Вот страны, которые уходят даже значительно дальше на восток, они все равно продолжают оставаться в этом часовом поясе
GMT плюс 3. То есть, в принципе, у них-то в этих точках полдень вообще наступает гораздо позже, чем у нас, но все равно они продолжают оставаться в этом часовом поясе. И причем выгоднее оказывается находиться даже Турции, выгоднее находиться в часовом поясе, который оказывается там с запада на восток в протяженную, тогда бы можно было разделить ее пополам, но с точки зрения экономики и удобства пользования это создало бы сложности и трудности. Они сохраняются в одном часовом поясе, несмотря на то, что он мог быть разделен пополам. Та же самая ситуация и по европейской части России. Видите, огромное пространство европейской части России, включая Северный Кавказ, практически по Волгограду, он, значит, идет в GMT плюс 3. И эти удобства, они носят большей части, значит, экономический характер, удобства транспортных коммуникаций для того, чтобы не создавать сложности при, значит, пересечении часовых поясов, необходимости их смены, внесения корректировок в расписание и прочее. Я думаю, мы просто должны следовать каким-то собственным удобствам в этой ситуации. Что касается советского периода, когда Абхазия переводила часы, то тогда она была частью Грузинской ССР, находилась в одной временной зоне с Грузией. Этот вопрос лежал в политической плоскости. Да, естественно, это одна республика была, советская социалистическая, и я думаю, что тогда просто никому, может быть, даже и в голову не могло прийти, чтобы автономная советская социалистическая республика находилась в другом часовом поясе. И, в принципе, говорить о том, что тогда даже этот вопрос вообще и не мог обсуждаться, и не обсуждался. Но сегодня мы должны исходить из того, какие удобства с точки зрения наших коммуникаций мы имеем. И это в первую очередь должно укладываться в понимание этих удобств. Что касается экономических аргументов, то я думаю, что в данном случае они могут оказаться практически неосязаемые, вообще неощущаемые. Это будет даже и там энергетика будет, это будет и внутренние транспортные коммуникации. Это большей части такой больше психологический аспект. Конечно, можно было бы устроить переходы на зимнее и на летнее время, но оно тоже представляет собой для столь маленького крошечного общества дополнительную суету, которая тоже не имеет под собой выигрыша в части, касающейся экономики и удобства. Поэтому, если говорить о той картине, которая сегодня имеется, то имеет смысл оставаться в рамках плюс 3 того часового пояса, в котором мы сейчас находимся. Вот сторонники идеи перевода, они говорят перевести, уйти на летнее время и остаться, то есть не переходить потом на зимнее. Тогда мы будем сталкиваться с постоянной необходимостью корректировок движения поездов, полетов самолетов. Большей частью с чем у нас коммуникации, где происходит? С европейской частью России, где другой часовой пояс. И мы постоянно будем иметь необходимость корректировки этих расписаний. Но с учетом того, что с каждым годом у нас усиливается и увеличивается объем этих транспортных коммуникаций,
создание такой суеты, по сути дела, я думаю, оно под собой не имеет той позитивного выхода. И по этой причине мое мнение, конечно, больше склоняется к тому, что оставить это все как есть. Похоже, дискуссии вокруг наболевшей темы сезонного перевода стрелок часов будут вечно актуальными. Это вопрос компромисса между экономией электроэнергии, удобством для людей и естественным светом. Каждая страна ищет свой баланс. Абхазия в этом плане не исключение.